Ладно. Ну, я пробил, что он, оказывается, с ЦПИ привлекался несколько раз. Где? В Центр по противодействию экстремизму его регулярно это делают. Да? Да, мне Стас сказал, МГДшник. И знаешь, какая фишка? Тут такой момент один очень. У нас бывает же временами типа... Буквально 20 минут ланча. Бывает же временами Подожди, у нас вида нет, ты посмотри. Чушь? Видно, нет? И тебя тоже. Оба видны, ага. Давай-ка я вам тогда буду вас записывать, да? Да. Запись идет, да? Ну давай, Александр, рассказывай. С самого начала. Сегодня мы с вами, с Сергеем вот, и с коллегами-журналистами, собрались по такому вопросу, да, то есть хотели бы записать видеообращение, да, видеообращение к общественности города Якутска, членам общин, всех городских, какие есть национальные общины, да, к руководителю республики и к руководителю Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. По вопросу недостойного поведения товарища господина Руслана Мутаева, да, данный гражданин, будучи, получается, руководителем чеченской общины города Якутска, или, может быть, он просто прикрывается тем, что он является учредителем этой общины, да, в очень некорректной форме, в матершинной, скажем так, оскорбил всех жителей Якутии, оскорбил, соответственно, мать потерпевшего человека, парня, который стал инвалидом первой группы, да, оскорбил его самого и начал угрожать, соответственно, мне, как члену общественной палаты города Якутска, как жителю города Якутска, как россиянину, да, и, соответственно, и угрожать потерпевшему парню. То есть тут у нас масса бумаг, скриншотов, да, которые вот они, соответственно, подтверждают недостойное поведение этого товарища Мутаева, да. Я считаю, да, что этот, скажем так, даже мужиком его как-то неохота называть, да, мужчиной, да, он повел себя, да, просто по-скотски. Если он себя считает джигитом, допустим, да, ну, будь джигитом, будь мужиком, соответственно, да, ну, нельзя, вот, нормальный человек не может никогда оскорбить, соответственно, женщину, потом парня инвалида, да, и должен, получается, относиться корректно ко всем жителям республики. То есть... Началось все с того, что, получается, была драка между Виктором Додоном еще летом, да, и представителем, скажем так, ингушского народа Балаевым. Ну, к слову сказать, некоторых родственников Балаева я лично знаю, да. Ну, в результате этой драки Виктор получил очень серьезные увечья. Сергей, извини, прерву тебя. А почему тут, кстати, мутно бывает временами? А что, так задумано, да? Как будто бы примутняется что-то или что? Это что, из-за чего так? Вроде мутно стало. Телефон близко, потому что... Нет, сидел нормально и стало мутновато. Вот сейчас вот что такое стало? Вот так, да, сейчас он вот под... Давай, если подрежем, говори. Вот, и в результате этой драки Виктор Додон получил... С самого начала, Сергей, с самого начала. Хорошо. Ну, летом этого года произошла следующая ситуация. Господин Балаев с Виктором Додоном, у них была драка. В результате этой драки Виктор получил очень серьезную травму черепно-мозговую. Сейчас он проходит реабилитацию в Москве дорогостоящую. Ну, скажем так, точку в этой драке, кто прав, кто виноват, поставит суд. Да? У меня, сразу скажу, с представителями и, там, чеченского, и ингушского народа со многими очень хорошие отношения. Да? То есть у меня нет здесь какого-то негативного отношения к этому народу. Наоборот, уважение. Да? Но, к сожалению, есть люди, которые, скажем так, ведут себя не совсем адекватно. И к этому надо очень сильно присматриваться правоохранительным органам. В частности, господин Мутаев в Фейсбуке, получается, написал матери Виктора Додона, который был покалечен его земляком, ну, дословно цитирую: «Ты бессовестная, твой десантник, то есть имея в виду сына, не оттуда выпал». Потом он начал угрожать Александру Яковенко и самому Виктору Додону, что он приедет, их утопит, да. Дальше, по-моему, человека понесло.
Он выставил всех якутян, скажем так, обозвав их дерибасами, да, притом это не было в какой-то нормальной форме, это была именно оскорбительная форма. Он назвал всех якутян табунщиками, да. Понимаете, человек в этом регионе живет, нормально зарабатывает, никаких проблем у него не возникает, а он так к местным жителям начинает относиться. Поэтому я хотел бы просто призвать этого человека, наверное, к какому-то разумному поступку. Если он считает, что он своему земляку, представителю тоже вайнахского народа, правда, ингушу, а не чеченцу, помог тем самым, так я могу сказать, что нет, наоборот, хуже сделал. Потому что, получается, теперь к этому делу, к делу Виктора Додона, о его травме, очень пристальное внимание будет. И зачем это было делать, господин Мутаев? Вот зачем? Угрожать, я приеду, там, разберусь с вами со всеми. Неужели вы думаете, что, еще раз говорю, к чеченцам, к ингушам очень хорошо отношусь. Неужели вы думаете, что ваша, скажем так, принадлежность к чеченскому народу дает какой-то иммунитет, право оскорблять якутян? Ну, это непорядочно. Просто непорядочно. Поэтому я вот и в Фейсбуке написал, и пригласил всех желающих. Вот кое-кто из журналистов пришел. Это недопустимо. Человеку надо просто попытаться очень доступно объяснить, что просто так делать нельзя. Нельзя оскорблять мать. Ну, если вы считаете, что у вас там какие-то чуть ли не конфликтные военные действия, да, между там Додоном и Балаевым противостояние, то извините меня, насколько я знаю, даже по шариату, даже во время военных действий женщин и детей никто не трогает. Вы почему мать-то оскорбляете? Вы почему оскорбляете женщину, которая убитая горем из-за того, что ее некогда абсолютно здоровый нормальный сын, который, где он, в ГРУ служил, по-моему, да? Морской пехоте. Абсолютно нормальный сын стал инвалидом, и, скорее всего, реабилитация не восстановит полностью его. Еще раз говорю, вот в этом именно конфликте Балаева и Додонова суд решит, что было, и вынесет приговор, если посчитает нужным. Но зачем добивать мать? У вас что, у самого матери нет, что ли? И зачем в Якутии оскорблять нас, людей, живущих здесь? Вы поймите, что, допустим, даже мне это обидно, когда вы оскорбляете народ Саха. Я здесь не в первом поколении живу, ни в втором, ни в третьем, ни в четвертом. Я потомок переселенцев с 19 века. Мои предки здесь были уже. И мне обидно, когда вы называете местных людей дерибасами. Вас же никто не оскорбляет здесь по национальному признаку. И вообще у нас гостеприимная республика. У нас все работают нормально. Любой национальности, любой веры люди. Я еще раз повторюсь, даже среди моих клиентов есть ваши представители, скажем так, ваших земляков. Зачем так себя вести? Ну и, соответственно, когда-то, насколько я помню, если мне память не изменяет, Рамазан Ахмадович Кадыров сказал, что он, в принципе, вмешивается и решает какие-то вопросы, когда представители его народа не совсем законно или корректно себя ведут. Ну, может быть, если это возможно, я не знаю, какую-то профилактическую беседу, наверное, с вами надо провести. Ну и правоохранительным органам, я думаю, это тоже будет не безинтересно. Потому что я, конечно, специалист по гражданскому праву, а не по уголовному. Но мне кажется, в ваших словах были признаки некоторых составов преступления. 282 статья – это унижение человеческого достоинства и разжигание межнациональной розни на почве какой-то религиозной нетерпимости. И 119 это однозначно там тоже просматривается. Так что мы все-таки будем вынуждены, если вы не перенесете свои извинения, Руслан, обратиться в правоохранительные органы. В принципе, мы уже это сделаем, да? Ну, скажем так, все-таки надеемся на ваш разум. Я бы, наверное, хотел, чтобы извинения были все-таки всему якутскому народу, всем якутянам, да, которые здесь живут, вне зависимости от национальности, веры. Но я не прошу извинений перед мной, да? Мне ваши извинения, в принципе, вообще не нужны. Вы перед матерью извинитесь, перед Виктором и перед жителями Якутии. И, наверное, все-таки не стоит таким образом пытаться помочь господину Балаеву, потому что вы не помогаете, вы ему только хуже делаете. Это очень, на мой взгляд, необдуманный поступок с вашей стороны. Очень.
Ну, Денис, скажи пару слов. Так, а мне что сказать? Как думаете? Ну, от представителей СМИ. То есть я как СМИ, как представитель общественности, Да, нормально Или видно? департаменты, Ты комитеты. как представитель Министерства. жителей Якутии, как Ты же малочисленная народность. журналист. Тем более. Да, так, нормально видно, да? Да, сейчас. Ну, про него говорить, наверное, сейчас сидеть, повторяться не будем. Не, Просто выскажи свое мнение. Так, точка, давай. Ну, там я еще и обрежу, да? Да. Так, все есть. В общем, ситуация очень некрасивая. В такой момент обращу внимание, да? Была аналогичная ситуация, ну, бывает такая ситуация, когда в регионах представители тех или иных народов ведут себя некорректным образом, и это выливается в некие такие протестные акции, да, в народные, скажем так, народная вот эта вот попытка решить вопрос, да, как это говорят-то? Своими силами. Да, как называется эта вот вещь? Экстремизм. Нет, когда вот люди сами ведут, и вот самоуправство, да, некое такое. В ряде регионов такое было. Вот в Калмыкии был случай, когда вышли люди на улицу и заставили поклониться представителя Дагестана перед статуей Будды, да. Это в Калмыкии было. Да, в Калмыкии было, да. Были случаи в ряде регионов других, в Якутии тоже были случаи, когда у нас люди вышли на улицу в 2011 году. Вы, наверное, знаете, помните, когда люди вышли на несанкционированный митинг, когда гражданин Армении, житель Армении, уроженец Армении, я не помню, Нерсисян, обвинялся в изнасиловании девушки. Да, в конце концов, когда перед вот этим нашим колясочником, спортсменом, Да, поставили на колени. поставили на колени. Кстати, правильно сделали. Беслана его звали этого. Да, то есть не надо думать, что вот все это дело проходит. Что, вот очень у многих людей такое ощущение, что в интернете можно говорить, что хочешь, да и вести себя можно как хочешь. Мы должны с уважением относиться друг к другу. Очень не хотелось бы, чтобы вот это проходило именно вот в таком стиле, как, так, знаете, восстановление справедливости вот со стороны народа. А это очень опасно. Почему? Это происходит тогда, когда люди не верят в то, что правоохранительная система вмешается, власть вмешается. И люди могут просто сами выйти на улицу и поднять, извините, и начнется тут откровенная, ну, конкретно, межнациональные стычки могут начаться. Может начаться конкретное самоуправство над представителями того или иного народа. Мы вернемся опять в 90-е. Все-таки хотелось бы, чтобы все решалось в правовом поле. А для того, чтобы все решалось в правовом поле, нужно, чтобы соответствующие органы реагировали на это. Пока что реакция не последовала. Я помню, недавно в интернете была информация, что девушка была осуждена за то, что она оставила некий нелицеприятный комментарий в адрес человека, гражданина, то ли Кавказа, то ли Средней Азии, обвинявшимся в изнасиловании несовершеннолетнего, да? Именно по национальному признаку. Что происходит? Отреагировала очень быстро. Следственный комитет отреагировал очень быстро. Тут же ей впаяли условный срок 2 года. В принципе, человек высказал свою гражданскую позицию. Да? Наверное, немножечко чисто по-человечески пресек, ну, как бы в некие рамки, да? Вышел за некие рамки. Но там-то ситуация была все-таки объяснимая, что действительно было преступление с его стороны. И человек просто взял и эмоционально высказался. Человека взяли и... Что с ним сделали? И условно его наказали. Все, теперь у него еще 2-я условка и уже не будет, уже конкретно уголовный срок будет. А в этом случае мы видим, что происходит. Правоохранители молчат, власть молчит, институт по поддержке гражданского общества, наше министерство вновь созданное, говорит, нам нужно обращение, да, пострадавшего. Но неужели нельзя самим отреагировать на сигнал со стороны СМИ? Вот зачем вот до этой ситуации доводить, когда народ будет вынужден сам своими силами решать эту проблему? Чтобы действительно вот сейчас возьмут и поставят, будут реально, вот, я думаю, до этого может дойти. Не надо думать, что у нас народ такой, знаете, мягкий, там, спокойный, там все стерпится. Это все накопится и выльется во что-то нездоровое, во что-то уродливое. И для этого органы должны принимать меры. Но и опять же не избирательно. Девушку, извините, там тут же
Тут же ей срок дают за то, что там она высказалась. Между прочим, по делу во многом. А в этом случае никакой реакции я не вижу. Правоохранители вообще молчат. Власти республиканские реагируют формально. Но так не должно быть. Если так будет продолжаться, ну реально люди на улицы выйдут. Поэтому я призываю, ладно, там с товарищем Мутаевым, пускай сейчас разбираются вот, мои коллеги в рамках закона, да? Но я призываю правоохранительные органы, призываю институты государственной власти отреагировать на эту ситуацию, не отстраняться от нее. Это ваши полномочия, собственно, для чего вас и содержат. Я не увидел до сих пор реакцию министра внутренних дел. Он вообще пропал. Он не появляется в информационном пространстве. Никак не реагирует ни на одну и ту ситуацию вообще. Был предыдущий Данил Кошелев, хоть как-то, ну не хоть как-то, он даже сам на митинге, помню, приходил, участвовал непосредственно. Вот когда был митинг против жестокого обращения с детьми, он непосредственно пришел на этот митинг, свою позицию высказал. Действующий министр в информационном поле вообще не появляется. Вообще никак не реагирует на ситуацию. Такое ощущение, как будто бы он здесь вообще не живет. Может, он действительно здесь не живет, кто его знает. То ли это недоработка пресс-служб, но я вот министр, я даже фамилию его забыл, какая у него фамилия была. Прокопенко. Ну, Прокопенко, вот кое-как вспомнил. Он вообще не появляется, никак не реагирует на эту ситуацию. Так нельзя. Я считаю, что в этой ситуации Мутаев, ладно, как он себя ведет, это на его совести. Но органы, которые контролируют, значит, они позволили ему себя так вести. Более того, по моей информации, он привлекался сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. Его неоднократно привлекали. Я пробил по своим источникам. И значит, он продолжает себя так же вести. Но в данном случае, почему есть основания, значит, для возбуждения некого дела? Никак. Человек спокойно себя ведет. Что за такое избирательное отношение? Можно знать еще. Видно? Так. Вот так, по тебе, да? Угу. Я хотел бы еще раз обратиться к жителям, да, то есть, я бы хотел еще раз обратиться к жителям, я бы хотел еще раз обратиться к руководителям местных общин, да, национальных, по поводу того, что это такая проблема, да, которая сейчас сформировалась, да, вот в эти 2 дня, она касается не только вот этой чеченской общины, да, она касается, в принципе, всех, потому что вы все общинники, да, должны вот таких людей, да, как Руслан Мутаев, или перевоспитывать, или вообще держать подальше от от такой деятельности, потому что они, скажем так, таким людям дискредитируют сам принцип формирования общин, потому что эти общины для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы, получается, быть толерантнее, чтобы мир у нас был, дружба была, да, между народами, соответственно. А вот этот товарищ, да, Мутаев, делает все, чтобы был конфликт. Мы этого конфликта не хотим. Поэтому я прошу провести с ним работу и поднять вопросы, не знаю, об исключении его, что ли. Потому что такие люди не должны представлять целый народ. Народ, который действительно достоин, но вот этот человек, он явно перешел все границы. Мутаев, Руслан, будь человеком, извинись перед народом и перед матерью. Все. А что, он реально по экстремизму проходил? Да. Мне Стас говорил, что его регулярно, у него проблемы с сотрудниками. Ну то, чтобы их проходил, они знаешь, как реагируют.